Merhaba достlar! Здравствуйте! И сегодня опять у нас новый урок крымско-татарского языка. Сегодня мы с вами постараемся изучить названия месяцев. Итак, месяц на крымско-татарском языке будет ай. Айлар – это месяцы. И у нас есть 4 времени года. Хыш – это зима, баарь – весна, яс – лето и кусь – осень. Давайте повторим. Ай, айлар, хыш, баарь, яс, кусь. Итак, у нас 3 месяца зимы. Итак, ильк, хыш, декабрь, хара, хыш, январь, кучук, хыш – это февраль. Кстати, хара-хыш, слово хара обозначает черный. Это как бы черная зима, хара-хыш, если дословно хотите перевести или знать. Кучук-хыш, кучук – это маленький, хыш – это зима, это как бы маленькая зима. Итак, это у нас были зимние месяца, хыш айлары. Теперь у нас весенние месяца, баарь айлары. Так, сабан айы март, чечек айы апрель, хуралай или маис – это май. Давайте повторим. Хыш айлары. Ильк хыш, хара хыш, кучук хыш. Баарь айлары. Сабан айы, чечек айы, хуралай айыс. Кстати, чечек айы, чечек обозначает цветок. И в переводе дословно апрель можно перевести как месяц цветка. Следующие месяца. Яс айлары. Летние месяца. Ильк яс – июнь, орах – июль, арман айы – август. Кусь айлары – осенние месяца. Ильк кусь – сентябрь, ортах кусь – октябрь, бош ай – ноябрь. Давайте быстренько повторим. Яс айлары. Ильк яс, орах, арман айы, кусь айлары. Ильк кусь, ортак кусь, бош ай. Итак, сегодня мы с вами прошли все месяца. И если можете даже каждый день повторять, и так вы сможете выучить лучше. И также не все, даже я крымская татарка, и даже я раньше не знала, как эти месяца будут на крымско-татарском языке, потому что обычно мы, крымские татары, иногда просто говорим, например, если мы хотим сказать «это было в декабре», мы просто переводим окончание, изменяем окончание, говорим «декабрьде», как бы в декабре, или «ноябрьде». Но это неправильно. В крымско-татарском языке тоже есть свои названия месяцев. И хорошо, если все крымские татары знают эти названия. Итак, спасибо большое за просмотр. Сау болыңыз. И до скорых встреч. Көрüşкенже.